уважаемые депутаты, гости. Начинаем 7-е заседание парламента Чеченской Республики. В работе заседания парламента принимает участие начальник управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Чеченской Республике генерал-лейтенант Кочнев Игорь Владимирович. Первый вопрос об информации о деятельности управления ФСБ России по Чеченской Республике. Ассаламу алейкум, уважаемые депутаты. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Империалистические государства Запада через возможности иностранных спецслужб продолжили вредить нашему государству. Воспитали, обучили и направили к нам нового врага – международный терроризм. Чечня стала новым очагом напряженности. В борьбе с международным терроризмом многие отдали свои жизни, и новая плеяда героев украсила страницы истории. 20 чеченцев стали героями Российской Федерации. К сожалению, более половины из них посмертно. У ФСБ России по Чеченской Республике также внесло свой вклад в эту борьбу. Международный терроризм в Чечне потерпел поражение. Последняя бандута во главе с Бютикаевым уничтожена в январе текущего года. Таким образом, задача, поставленная президентом Российской Федерации, выполнена. Несмотря на ведущуюся информационно-пропагандистскую работу в Чеченской Республике, молодые люди все же подпадают в сети вербовщиков, проникаются чуждой идеологией, берутся за оружие, которые по своему невежеству сужают понятие джихада до примитивного преступления, забывая, что джихад – это прежде всего усердие на пути Всевышнего и его высшее проявление по исламу. Это борьба со своим эго, своими пороками и неизменными страстями. Я уверен, что каждый из здесь присутствующих в зале понимает, что терроризм – это явление социальное, и победить его только силой оружия невозможно. В завершение, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с 16-й годовщиной образования парламента Чеченской Республики и мирного неба над головой. Благодарю за внимание. Уважаемые депутаты, у вас будут вопросы? Председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Кашлянов Дмитрий Владимирович, скажите, какая проводится работа по недопущению проникновения на территорию республики из приграничных субъектов Российской Федерации участников и пособников бандгрупп и террористических ячеек? Могу вас заверить, что комплексная работа по выявлению и предупреждению террористических и экстремистских элементов управлением проводится в полном объеме и надлежащем уровне. Заместитель председателя парламента, полковник отставки Эдилов Роман Личевич. В нашей республике 542 некоммерческие организации. Из этих 542 есть у нас НКО инагенты. Иностранные агенты у нас действительно присутствуют. И управление выполняет полностью функционал, возложенный на него федеральным законом Российской Федерации о Федеральной службе безопасности. Жамалдаев, зампредседатель парламента. В последнее время достаточно сильно активизировалась провокационная деятельность общественной организации в соседних регионах, активистов, направленных на разжигание межнациональной розни, вроде действующей от имени по поручению своего народа. Безусловно, это влияет на общественно-политическую ситуацию и в регионе, и в СКФО. Есть ли конкретные меры по пресечению? Это опять же идет, как вы правильно сказали, от отдельных провокаторов, которые выступают якобы от лица какого-то народа, но по сути выполняют задачи, мы знаем, из каких регионов нашей заграницы. Управление в целом ситуацию контролирует вместе с нашими коллегами из близлежащих регионов и выполняет полный комплекс мероприятий, которые предписаны российским законодательством по закону о Федеральной службе безопасности. Скажем так, полностью Центр осведомлен о ситуации и занимается выполнением своих функциональных обязанностей. Кабисаев Исаа Усманович, председатель комитета по бюджету, банкам и налогам. Какая работа проводится вашим ведомством по пресечению фактов финансирования лиц и групп экстремистской террористической направленности? В частности, по банковским переводам в поддержку этих лиц. Это деятельность управления на высоком уровне. Уголовные дела
есть. Они доведены, большая часть до суда, некоторые еще находятся в следствии. Председатель комитета по межпарламентским связям, национальной и информационной политике и взаимодействию с общественными организациями. Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, какая работа проводится, какие меры принимаются по недопущению распространения идеологии экстремизма в информационном пространстве и пресечению пропаганды экстремистских идей посредством интернета, в том числе и социальных сетей? Через возможности Роскомнадзора значительная часть интернет-ресурсов по постановлению суда, инициированному Федеральной службой безопасности, закрывается, прекращается свое действие и за как раз те действия, которые вы только что озвучили. Поэтому могу вас заверить, что здесь управление работает достойно. Есть вопросы? Как мы знаем, 25 августа 2017 года было совершено убийство государственного деятеля, депутата парламента Чеченской Республики Асхабова Мухаммада Магомедовича. Прошло более 4 лет, однако такое резонансное дело в нашей республике до сих пор не раскрыто. Неоднократно парламентом направили соответствующие письма в адрес правоохранительных органов, в том числе вашему ведомству. Мы знаем, что дело, возбужденное по факту убийства депутата, не находится в компетенции управления ФСБ по Чеченской Республике. Однако, располагает ли ваше управление дополнительными сведениями, которые могут способствовать раскрытию данного преступления? И просьба подключиться к данной работе и оказать необходимое содействие следствию. С моего прибытия мы этому вопросу уделили определенное время и до сих пор уделяем, работаем над выявлением и розыском тех лиц, кто совершили это преступление, кто заказали это преступление. Есть определенные подвижки, которые были переданы нашим управлением в следственные подразделения. Они используют наш материал в работе, в расследовании. Если у вас вопросов нет, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы информацию о деятельности управления ФСБ России по Чеченской Республике принять к сведению? Прошу голосовать. Несмотря на то, что сложные времена по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом на территории Чеченской Республики прошли, расслабляться нам не стоит. Здесь представители народа, депутаты, те, которые самые тяжелые дни, не только для республики, можно сказать, и страны, участники тех событий, соратники первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, Давазу Откобудовца. Те, которые прошли путь борьбы рядом с главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Мы непосредственно все работали в разных, так скажем, должностях в команде Рамзана Ахматовича Кадырова, главами, министрами, общественниками, так скажем. И очень переживаем за будущее нашей страны и непосредственно в курсе всех событий, не только в законодательной части, но и тех событий, которые происходят во всех сферах жизнедеятельности нашей страны. Надеюсь, те вопросы, которые были затронуты депутатами парламента Чеченской Республики, более, так скажем, в объеме возьмете под контроль. Уважаемый Магомед Хаджахметович, уважаемые депутаты, очень признательны за то, что парламент уделяет внимание деятельности Управления Федеральной службы безопасности и в целом заботится о происходящих процессах по линии борьбы с терроризмом непосредственно в республике. Второй вопрос о проекте закона Чеченской Республики о внесении изменений в закон Чеченской Республики об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Чеченской Республики. Проект закона разработан в целях приведения закона Чеченской Республики от 24 ноября 2017 года номер 44 РЗ в соответствии с федеральным законом от 24 февраля 2021 года номер 26 ФЗ. Комитет предлагает принять его во втором и окончательном чтении. Прошу поддержать. Кто за то, чтобы принять проект закона во втором и окончательном чтении, прошу голосовать.
Третий вопрос о проекте закона Чеченской Республики о внесении изменений в статью 3 закона Чеченской Республики о регулировании земельных отношений в Чеченской Республике. Законопроект направлен на реализацию гражданской амнистии на территории Чеченской Республики. Комитет по вопросам о показании отношений экологии и природных ресурсов рекомендует принять настоящий проект закона в первом чтении. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Резолмасана дала шиду дуэл, ваятахлен до газификации алдул вопрос. Режиас югу бахшон, дебюси доч. Сунгуш душон маса дерезгл, бах население ценовой, бабиш бушон. Объяснить тадиш душон, с населением. Сорай онш кваган хаш, валла диона, это пач води она дерезгл, сон рамзан хас диона, шуна олуш хеср дуиз. Het adman tsaga shadyo mulch programme o vizat tsaga tsun shahuda dizat tsaga tsun khazdo ona etto botsi tsun diona etto mulch kategorии etto botsi meldio andak san 22% tsun doходил сонрх дион су газ свет дион ах слуш дала и субсидию о шу тsun hara kietl диш доале es gav син дион богбар дио на место mulch дион шашкули рот я шоре он школе стидвелш شادي عن جواري أنا سنزام بزميلنا وبروسم خليل دي حاول سنس بوح بيش بوح دي أنا وي برلمان تنبروشيني يشون دي أنا بتشوا يلك وي دال دي الأول أحمد عجينيق دي عدول وي وجي وي موخل ديش دو أحمد عجينيق دي عبيك دال دي الأول موخش وإيش عوين ستورج آخر هو باش غلاس ديون دعواتين شو ديون شيء أونيفرسال سلدات سن خلويشو يويش دوياخوش ديونا بتشو ديون وين بروشيت اشتم ديون دال قي مشكا دريجي سون دو غيدو دال حقوم ديها قهيج وي بتشان رمضان عجين تيش ميدوش خشيك قالك لدرتسدوش تشق دول ديون دينا الحنر الولوي